нас, ребята, метель. Были морозы, а сегодня уже вот такая метель, утра, ветер такой сильный. Вроде бы тепло и можно погулять, а вот сижу дома. Сижу дома, занимаюсь. Опять, наверное, очень сильно ветер дует в микрофон, ничего надо не слышать. Не знаю, там на камеру снегопад передает, нет, но снег начинается уже, все. Скоро очень сильно ветер ожидается там. Ветер до 12 метров в секунду ожидается. Вот так, вид с окна в очередной раз. Сижу дома, ребята. И мне такое вот подкинули занятие. Этот краник надо поменять в бачке у мой додыра. У меня на умывальник не подается, ну, система с давлением не подается. И вот такой краник надо поменять. Что-то вот этот железный вообще совсем. Откручиваем, тут гаечка такая. Ключа нету, пассатижами работает. И он, Борис, там еще скрипит. Я не знаю, он думает, что я кушать, что ли, готовлю ему. Тут ничего нету кушать. Борис, ничего нету? Разговаривает еще. Он, смотрите, он разговаривает у меня. Борис, что? Что? Краник меняю, тут нету ничего съедобного для тебя. Да, нету съедобного. Не голодный ведь, он кушал сегодня куриные. Краник. Так. А на герметике был. Так. Вот и все. Вот и все. Больной зуб вытащили. Остается поставить новый. И все. Это еще старый герметик надо убрать. Вот. Так. Поставим новый крайник. Так, прокладочку сюда, тудым, сюдым. Блин. И закрутим гайкой. Вот так. Раз, два. Сейчас затянем еще. О, нормально все. Выпрямить надо. Чуть-чуть. И еще раз дотянуть. И готово. Все. Принимай, жена! Новый майдадыр! У нас, ребята, опять уже вечер. И мы... Ой, мы или не мы? Маша, мы или не мы? Короче, Маша опять там на кухне стряпает, а я смотрю, сижу, включил вон камеру и поговорим на камеру сегодня с Машей немножко. Она затеяла пончики такие, ну, простые пончики к чаю. Наверное, тесто жидкое.
Жидковатое тесто. Ну, посмотрим, что там получилось или не получилось. И еще там хочется мне попробовать пончики с яблоками. Ну, там внутри, чтобы яблоки были. Не знаю, там получится, нет. А если нет, какие получатся, такие получатся. Себе же в рот суем, а не кому-то. Главное, чтобы были горячие и вкусные. Давай, Маша. Вот такие сначала делает кругляшки. Тесто раскладывает сначала. Ну, немного там, на двоих, чтобы пару раз чайку выпить и все. Нам хватит на двоих. Тесто уже и не стали показывать, как она готовит. Вот такое жидковатое тесто, говорит Маша. Получилось, не знаю, там какие пончики. Давно получится. уже не делала, так что. Давно. Ну ничего, какие есть, такие есть. Это же себе не на... не... И чайник тестов, и чайник учим. Да? Маленько. Ну, дешкать масса сейчас позже юнчикаш. А это? Ну, ты надо. Оптурников масса осталось. А с яблоками только как раз жидковато и надо. Вот. No tää ei ole kolla mikä kärne. Jablokset etie. Шуйни, почекай сас. С яблоками-то как раз жидковато и надо. И это, наверное, когда, ну, это, наверное, сразу, ну, пончики делать, чтобы это, не, чтобы, наверное, вот так, да? Я не знаю, камера показывает, нет, но шляпен-попен делаем. Ну-ка я вблизи снял. Как это делать? Шляпен-попен, ну-ка покажи. Ну покажи. Возьми вон. А может мукой сначала яблочки? Нет? Уже гнили. Наверное, видимо, клея сейчас. Надо с мукой, наверное, вот эти яблочки. Клея сейчас шо. И та часть игма, короче, я в фильме там. Ну, ничего, это. Ты камеру стесняешься. Да, Поэтому вот так. Шлепен-попен называется это. Пончик от дурка. Пончик у нас дурочка должна быть. Не получилось. Короче, там и виталом полный. Ну ничего. Короче, друзья, у нас пончики не очень пошли. Какие-то мы придумали сегодня пончики с яблоками хотели, но у нас... Лучше бы, наверное, обычных пончиков попробовали кушать, как бы обычных сделали, так и нормально было. Наши зрители тоже, наверное, уже начали смеяться, улыбаться от наших... Ну что там, получается, нет? Да, кто-то. Получится куда-нибудь. Це жидке тісто ночина, мені не так жидке. Кучте шванцем заварені дамось. Но там получается, что показывает, там это не пончики, это яблоки в кляре. А я видел где-то, они пончики так ну, яблоки заворачивали в тесто для пончиков. Это получается пончики в тесте. А те, получается, называются яблоки в кляре, ну, в тесте как бы. Не знаю. Это, короче, у нас сегодня ничего не получится. Давай две штуки такие сделаем, а остальные обычные пончики сделаем. Это я шутка макуча и готов. Та жидкими важными густами, та изартами. Та тоже должна быть лучше суккулоны. Ну вот, Маша говорит, что немножко жидковатое тесто получилось. Ну там обычно что сюда положили? Молоко? Кефир или молоко? Молоко, дрожжи, песок, сахарный песок, соль. Соль, сода, да? Содами. Соду, Дрожжи дрожжи же на поставить, снег да. сода. Дрожжи поставить, не ту соду не поставить. Вот сегодня такой формат, чтобы оба мы были в кадре. Я такой болтун, Да. и моя хозяйка. Все нормально.
Главное будет, что все равно к чаю будут горячие пушечки такие. Будут. Даже не сомневайтесь в этом, ребята. Все. Берите Тади слушай, яблоко убери на. Останешь это яблоко, будем жевать потом. Маша там уже у плиты что-то. Сотейник. Налила масло и, наверное, надо нагреться этому маслу. Давайте. Давай. Горячее, чтобы было. Вот. Шкварчила, почти что. Шкварчит, горячо, вкусные пончики. Я даже вид пончиков сейчас не боюсь показать. Там какой кошмар там творится. Но я покажу в тайне от Маши. Маша не будет знать, что я показываю. Да? Такая у нас сегодня юмористическая готовка получилась. С Машей на кухне готовим, сами не знаем что, ребята. А сидели? Да. Долго думали. Долго думали, гадали, и я говорю, приготовь мне, Маша, пончики, да? Вот. Ну что там, масло-то нагрелось или нет? Нагревается, нет? Шкварчит? Марья Олеговна. Да, шкварчит. Шкварчит. Сейчас сразу с туфтовых пончиков начнем, там, которые с яблоком. Не шкварчит? Газку надо добавить. Это я мастер-класс преподаю. Где там мои пончики? Вот они, мои пончики. Пончик там. Этот пончик с яблоком, да? Маша? Да. Это первый проба, так сказать. С яблоками не делаю еще ни разу. Но думаю, что он вкусно получится, Маша. Я тут рядом с Машей жду пончиков. Камера далеко, не знаю, как там снимают, конечно, все это. Все уже, съемки текут, ребята. Когда уже у нас пончик-то? Мария Олеговна, я жду пончик от вас. Ну, жди. Дожидайся. Как мне? Стоит ждать пончика от вас или нет? Дождусь я сегодня пончика за сделанный кран. Вот так, ребята. Как могу, так и снимаю. Не знаю, как там получается. Вот. Итак, уже у нас скоро будет наш пончик с яблоком готов. Такой экспериментальный. А другой уже не с яблоком, другой уже обычный пончик. Что-то мы не рискнули потом. В принципе, можно еще. Вон там еще 2 штуки есть. Не хочешь, да? Не хочешь, да? Все готово, наверное. Ну-ка покажи. О, ребята, посмотрите, какая. Там внутри яблоко. Это мой пончик. Чего? Это мой пончик, да? Какие получатся, еще будем кушать. Ладно. Ну, так, конечно. Все румяненькое будет, все вкусное будет. Может у Маши не быть невкусной. Потому что Маша у меня профессиональный повар. Перегнул, говорят, я палку. Я не беру свои слова обратно. Она повар-любитель. Кстати, у меня корочка есть, 3 класс повар. Да, я реально говорю, мне в армии давай. Так, ладно. В таком темпе мы, ребята, будем дальше. Не мы, а Маша будет делать дальше. А я уже потом около стола пристроюсь и буду ждать.
Вот так. Вот так скворчит, и дело идет. Вот так, друзья. Я сижу, жду пончиков. Там немножко потусовался, там немножко возле плиты тоже. Ну, скоро уже закончим. А, не скоро, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, 6 пончиков еще там надо сделать. Я все-таки, Маша, я все-таки думаю, что еще один пончик с яблоком надо замутить. Он яблоко же есть, просто завернуть в тесто, да еще. Этот первый получился же на ура. Прям, во. Я думаю, он очень вкусный будет. И второй надо сделать нормальный тоже. Второй этап пончик. А? Второй этап. Итак, друзья, наших вкусных, замечательных пончиков от Маши становится все больше и больше. Готовка идет полным ходом. Аромат в доме стоит невероятно вкусный. Да? Машуня. Улыбнитесь. Вас скрывает... Ой, вас снимает не скрытая камера. Вот так. Ждем, не дождемся. Уже снимаю своих домашних питомцев. Сзади там Маша готовит, а вон Барсик на табуреточке тоже на кухне. Смотрит. Он боится. Понюхай, понюхай. Вот такой у меня красавчик. Барсик-кот. Вот кто знает, какая порода. Кс-кс-кс-кс-кс. Она не мейкун, я не знаю какая, но она такая породистая. Видите, там как бы воротник очень красивый. Он мальчик. У меня он какой красавец. Кс-кс-кс-кс. Ну посмотри ты на меня. Что ты не хочешь смотреть на меня? Барсик, барсик. Барсик. Барсик, барсик. Это сзади жена что-то делает, поэтому она смотрит. Сейчас посмотрим, что она делает там. Я же говорю, он на меня не обращает внимания. А вот в прихожей там вон Барсик лежит. Барсик. Не Барсик, Брыска. У меня 2 кота. Тоже мальчик Брыска. Вот так, ребята, у нас все готово. Вот эти внутри яблоки. Сколько там получилось? 5 штук, да? 5 штук. А тут просто пончики. Ну, с яблоками мы, конечно, экспериментировали, ни разу еще не делали. Так, посыпаем немножко все это вкусняшкой пудрой сахарной. Корицы нету, просто сахарной пудрой. А если честно, ребята, я не знаю, что такое корица. Ты, Маша, знаешь, что такое корица? А, ты пробовала корицу? Нет? Курица. Нормальная штука по вкусу, Но... как ее любите на свете. Нет, ты сама пробовала корицу? Нет. Ни разу, да? Ну вот и я тоже не пробовал. А то все говорят, корица, корица. Наверное, вкусно это. А эти тоже? Эти с яблоками. У меня, ребята, во рту полный рот слюней. Почему-то очень вкусным, мне кажется, это еще. С яблоком особенно. Так, вот, сверху яблоками. И потом будем уже пить чай с Машей. И немножко поговорим. Да? Машуня? Машуня, Машуня. Вот так. Вот так выглядит. Вот так наши пончики, вот наш чай, ой, горячий чай,
Видите, наверное, на камеру. Это у Маши, это у меня. И вдвоем будем пить чай и разговаривать. Ну вот и все у нас, друзья. Пончики готовые. А вот этот с яблоком, да? Вот этот с яблоком пончик. Сейчас попробую. Ну-ка. Слышите, наверное, как хрустит? Да, вкусно. Первый раз такое пробую. Вкусно, но вид какой-то не пончиковский. Ну, то, что там колечко не образовалось. В следующий раз получше сделаем. Давай. В следующий раз как-то получше. Но вкус вкусный. Очень вкусный, да. Вот. А мы пьем чай с Машенькой. И хотим сегодня, ребята, немножко поговорить. Ну, рассказать, так сказать, как мы стали жить вместе, как мы познакомились. Это очень такая интересная история у нас была. Короче, мы, естественно, живем в одном селе с Машей. Жили и живем. И она училась в одной, ну, школа одна же. Учились вместе в одной школе, просто я старше на сколько там, на 4 года получается, да? Ну, там на 3,5, скажем. Вот. Грубо говоря, Да. тебя. Она чуть-чуть младше была меня. Да. А, Есть. ну, она, ну, то время, я имею в виду то время, это самое. И моя мама работала учительницей в школе, начальник класса, и она преподавала, так сказать, Машин класс. Я неоднократно там, постоянно там приходил туда, в этот класс. Всех вот Машиных там одноклассников, всех знаю. Всех помню в школе, что были. Машу не помню я. Не было такого человека. Вообще не помню. Она говорит, что меня не помнит. Вот и жили мы, и оказывается, вместе, есть такая деревня Лымба, там в детстве нас водили туда в поход. И спустя уже много времени, уже как начали жить, я говорю, вот в то время я в Лымбу ходил в этот поход. Ну, я говорю, что у Маши мама поваром там работала, и она нас кормила. Я говорю, мама твоя нас кормила. Она говорит, я говорю, тоже там в походе была. И получается, что наши дороги тесно шли вместе, а мы друг друга даже и не замечали. А знаете, как я потом, значит, я приехал уже после армии, это уже я взрослый, так сказать. Она еще 11 что ли заканчивала. И я вот сижу в деревне на заборе, да, идут две подружки, Маша и ее подружка. И вот как-то... Да, Говори правду. я-то начал общаться с подругой, но я хотел к Маше через подругу. Да, не надо. Да. Вот не верит. А я Да, это сейчас стеснялся Маши и потом заговорил сначала с подругой, а потом уже, думаю, Маша заметит меня потом. И вот так потом начал по вечерам приезжать на мотоцикле тоже к дому. Один раз, ну вернее, случайно ехал, остановился. Теща моя стоит, ну я тогда еще будущая теща, стоит во дворе. Я говорю, пускай Маша выйдет. Маша вышла. И с тех пор мы вообще не разлучались. Это было в 92-м, да? А в 93-м стали жить вместе. Вот так. И уже живем, ну, душа в душу. Не могу сказать. Ну почему? Душа в душу и живем. Очень дружно. Есть, это у всех ссоры, наверное, есть там в семье такие несерьезные. Вот так. Ну вот так поговорили, мой чай немножко остывает. Я не очень люблю слишком горячий чай. Вот.
рассказали, так сказать, историю про нас с Машей. Двое дочек у нас, дом построили, ну это уже ранее озвучивал. Вот. А теперь живем дальше. Надеюсь, внуки пойдут и ждем. Вот. Будем ждать, вернее. Что-то пока ничего в планах нам не сообщают. Вот. Ну все, на этом, друзья, мы дальше пить чай с пончиками. Пончики, кстати, вкусные получились очень. А на этом все, это видео заканчиваю. Такое уютное. Ну, для меня вообще вот, вечер с Машей дома вдвоем, это зимой, вот на улице холодно, а тут тепло. Дома сидишь на кухне. Почему-то днем не очень, а вот когда свет включаешь в деревне около печки, очень классно. Ну, лично мне так нравится. Я не говорю, что про всех. Ладно. Всем пока, ребята. Всем спасибо, кто смотрит меня. И по традиции приглашаю на мой канал. Гостям желаю подписаться на мой канал. А подписчикам... Но это уже не мой канал, это уже получается наш семейный канал с Машей. Я начинал-то канал, это думаю, ну, я думал, что буду снимать про, ну, там, технику такую для, все-таки я колясочник. Не получается у меня это делать. Я лучше буду показывать свою домашнюю, деревенскую жизнь, если вы не против. Все. Вернусь. Гостям желаю подписаться, подписчикам нажать на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем спасибо, всем удачи, ребята. До новых видео. Всем пока.